Вчера один носитель креста уж очень от меня захотел себе внимания. Он стал защищать нашего пациента. Я уже в последнее время думал, делать или не делать, о том, как Пармат оскорбляет христианство. И вчера, благодаря этому адвокату, я убедился, что ролик этот все-таки нужно делать. Не надо. Уже поздно. Я пишу носителю креста: «Ты знаешь, что Пармат оскорблял христианство?» А он мне отвечает: «Может быть, я оставлял, когда был плохо знаком с христианством. Может быть, это было давно». В забавном мире мы живем, правда? А потом обвиняет меня во лжи и говорит: «Не надо врать, мою веру нигде не оскорбил». Ну что ж, Миня, так зовут адвоката Пармата, сам напросился. Адвокат Пармата отвечает: может быть, он плохо знал про христианство. Ну тогда, если он действительно говорил о христианстве без достаточных знаний, тогда почему вы решили, что ислам он изучил серьезно? Удивительно. Некоторые христиане добровольно отдают свои деньги слуге сатаны, платят тому, кто прежде унижал их собственные убеждения, только потому, что теперь он направил насмешки на чужие. Получается, религиозная принципиальность по тарифу: оскорбляет нас — заблуждается, оскорбляет мусульман — держи донат. Но помните, тот, кто однажды торговал насмешками над вашей верой, не стал вашим братом, он всего лишь нашел новых покупателей. Сегодня вы оплачиваете его стрелы, направленные в нас, мусульман. Завтра он снова направит их в вас, если это окажется выгоднее. Особенно комично выглядит позиция носителя креста. Когда унижают чужую святыню, он поддерживает. Когда задевает его собственную, внезапно вспоминает о невежестве, ошибках и снисхождении. Это не принципиальность и не защита истины, а обычный двойной стандарт, в котором адвокат Пармата говорит: наше оскорблять нельзя, а чужое можно. Пармата — это абсолютная пустота, ноль, а носитель креста своей избирательной защитой разоблачает собственную предвзятость. Один оскорбляет религии в зависимости от настроения, другой раздает ему оправдания в зависимости от того, именно какую религию он оскорбил. Вот такие вот двойные стандарты. Поздравляю, ислам вы этим не опровергли, зато собственную непоследовательность продемонстрировали прекрасно.